Многие сегодня задаются вопросом, для чего нужна математика. Мол, выучил таблицу умножения и будет. Но специалисты, в свою очередь, отмечают, что именно без этого предмета невозможно вырастить полноценную личность. Системность, логика, умение оперировать абстрактными понятиями – все это закладывает математика. Дети с развитым математическим мышлением успешно осваивают другие науки. Лицей номер 9 в этом плане является одним из крупных инновационных учреждений Зауралья и работает в таком режиме с 2003 года. Системная работа наконец дала свои результаты. Учебное заведение стало победителем республиканского конкурса «Электронная школа». Из 167 участников заочного этапа были отобраны 30 школ. В начале декабря в Институте развития образования Республики Башкортостан в городе Уфе прошел очный этап, где команда лицея номер 9 защищала свой проект на тему «Смарт-школа, умная школа» и стала победительницей конкурса. Руководство лицея отмечает, что их выпускники будут жить в высокотехнологичном информационном обществе, в котором больше будут востребованы инженерно-технические и IT-специалисты, люди с другим мышлением и образом жизни. А потому уже сегодня для лицеистов создана специальная среда. Открыты компьютерные классы, создаются первороботы, роботы, проходят занятия лего-конструирования, введен новый предмет – математическая логика. Мы встречаем ребят с 4 лет на курсах «Умный малыш», где они знакомятся уже с азами математики. Далее кто-то из них приходит к нам в лицей учиться, и начальная школа у нас обучается по развивающей системе Ильконина Давыдова. Также мы дополняем 1 и 2 классы курсами лего-конструирования, логики и шахматами. В 3-4 класс у нас уже ребята работают с роботами, то есть они получают дополнительные знания по физике и информатике. Они создают механизмы, но не просто механизмы, они их оживляют с помощью программирования. В старшем звене ребята имеют возможность заниматься в лаборатории робототехники, за что мы хотим сказать огромное спасибо меценату, почетному гражданину нашего города Евдату Усмановичу Бекинову. Создание умной школы – это прежде всего повышение квалификации педагогического персонала в области информационно-коммуникационных технологий. Не менее важным является создание материально-технической базы. Сейчас в лицее имеется 2 компьютерных класса, серверные, лаборатории робототехники и первороботов, 3D-моделирования и мультипликации, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, географии. И это лишь малая часть инновационной системы. Ко всему прочему начала работать экспериментальная площадка на основе компьютерной среды WebBook – создание системы развивающего математического образования. А вся инновационная работа берет начало вот в этом классе, где малыши 4-5 лет уже решают простейшие задачи. Затем лицеисты младшего блока с 1 класса посещают дополнительные уроки лего. Это и помогает детям освоиться. Игровая деятельность основная для учащихся начальной школы. С 1 класса дети начинают в игре познавать окружающий мир, учатся строить, созидать что-то. При этом у них развиваются пальчики, развиваются мышцы мелкие, которые помогают в дальнейшем и писать, и мыслить. Дети развиваются быстрее, и именно в игре учат друг друга, учатся совместно действовать. Они развивают абстрактное мышление. То, что сложнее всего дается любым детям. Это закладываются первые кирпичики в изучении геометрии, математики, физики, химии. Дети строят именно здесь. Ребята постарше, 4-классники, уже могут оживлять свои лего-конструкторы благодаря компьютерной программе. Мы создали модель «Умная вертушка». Она работает с помощью мотора, переходящего на шестеренку, передающейся по оси к другой шестерне и заводит наш волчок. У нас состоит из мотора, который производит движение с помощью шестеренки, потом оно соединяется вот с кубиками и передает на датчик движения. Поэтому у нас движется непотопляемый парусник. Ну ты же девочка, тебе надо в куклу играть, а ты вот здесь лего-конструированием занимаешься. Почему вообще? Потому что это интересно. Потому что роботы двигаются. Мы построили порхающую птицу. Строили мы... В модели используется кулачок, и шестеренки. Вот когда собираешь модель, ты собрал, а потом можно подключить к компьютеру, она может двигаться сама, или же передавать движение рукой. Мы собрали модель танцующей птицы. Она состоит из коронного колеса,
зубчатого колеса, шкива и ремня. Здесь еще есть ось. Мы передали от мотора Мы подключили мотор к ноутбуку. Ноутбук передал движение мотору, и она начала двигать зубчатое колесо. Шкив начал вращаться. С помощью ремня начала вращаться вторая птица. Понять все это непосвященному человеку сложновато, но лицеисты щелкают задачки из лего на раз-два. Суровые детские математические умы даже Новый год отмечают конструированием лего Дедом Морозом и лего Снеговиком. Мы плавно перешли от лего-конструирования, которое идет в первых классах, еще в детских садах, и уже в начальном блоке со 2 по 4 класс лего-веду-конструктор, который начали изучаться только в этом году. Робототехника опирается на такие школьные предметы, как физика, информатика, технология и математика. Изучив первые шаги, ребята как рычаг, мотор, ось, ременная передача, зубчатая передача, они переходят уже к сборке моделей. Собрать модель – дело одно, а вот сделать так, чтобы она ожила, требуется немало усилий и знаний для написания программы. Аналогичный принцип используется и в робототехнике. Роботы внедряются сейчас повсеместно в школах, особенно в России. Башкирия немножко отстает. И посещая курсы робототехники, вернее часы робототехники, ребята учатся конструировать роботов, развивают логическое мышление, умеют сочетать между собой детали так, чтобы у них получилось что-то движущееся, выполняющее какие-то функции. И кроме этого, используя язык программирования LabVIEW, на самом модуле или же на компьютере ребята учатся писать программы для роботов. Перспектива, есть сейчас целое направление высшего образования робототехника. То есть, если у ребенка есть интерес, у него получается, он может поступать на IT-направление, на робототехнику непосредственно. Десятиклассник Никита Гашуренко занимается созданием роботов всего месяц. Кем он будет в будущем, еще не решила. Одно знает точно – занятия робототехникой уже не бросит. Мне это очень интересно, очень увлекательно. Я познаю много нового в мире моделирования и программирования. Как я начал этим заниматься, просто предложили сходить, посмотреть, как это, и так получилось, что мне это очень понравилось, и я туда просто не могу не перестать ходить. В лицее номер 9 не перестаешь удивляться мышлению, упорству и желанию ребят постигать все точные науки. Вот как пример, 11-классник Артем Соломейников продемонстрировал нашей съемочной группе резонансный трансформатор Теслы. Это резонансный трансформатор Теслы. Он был предназначен для передачи электроэнергии без проводов. Тесла создал одну из таких башен. Он хотел передавать электроэнергию без проводов по всему миру. Но его финансирование прекратили, потому что он хотел это делать бесплатно. Никому это не выгодно. Этот трансформатор работает за счет резонанса. То есть частота первичного и вторичного контура совпадают. За счет этого во вторичном контуре образуются токи высокой частоты и потенциала. Он способен, именно этот трансформатор способен передавать электроэнергию приблизительно на 4 метра, без проводов. Его мощность потребляемая около 1 киловатта. Но считается то, что он может вырабатывать больше, чем потребляет, за счет энергии, которая, в общем-то, повсюду. Но пока использовать эту энергию еще не получилось. Пообщавшись с ребятами поколения 21 века, невольно начинаешь задумываться, что действительно мы с ними читали разные книги и подходили к урокам с иным смыслом. Но все равно греет мысль, что из стен умной школы в будущем может выпуститься тот же Никола Тесла или Роберт Бойль. И все потому, что они наши, сибайские. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.